В стране и за ее пределами Асоль Молдокматову называют народным дипломатом, хотя к политике она не имеет никакого отношения и старается оставаться в стороне. Зато не может быть безучастной к судьбам тех, кто пострадал в результате политических и социальных неурядиц. Так вышло и с детьми из Баткенской области. После вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе многим ребятам необходим отдых. Для этого Асоль Молдокматова организовала поездку на Иссык-Кульское побережье. Туда же, в одну из лучших здравниц республики, пансионат «Аврору», Асоль пригласила и легендарных деятелей культуры, которые тоже нуждаются во внимании. Но очень важно, что дети из зоны конфликта, дети Баткена, согреты любовью и заботой, что они встретились с легендарными деятелями, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Последние из магикан, только единицы остались. Легендарные высказали напутствие, обогрели теплотой. И вполне вероятно, дети спустя годы вспомнят эту встречу замечательную. Среди легендарных деятелей искусства, которые поделились с баткенскими своими жизненными историями, был и народный артист Кыргызстана Анатолий Адали. Тогда все это организовывал Союз театральных деятелей, когда мы, актеры, знали друг друга, мы ходили друг к другу на спектакли. И давно-давно все это исчезло. И вот она это восстановила. Какая-то была радость, какое-то было удовольствие для деятелей увидеть друг друга, посмотреть в глаза, поделиться какими-то идеями, планами. Не будет преувеличением сказать, что за долгие годы благотворительной деятельности Асоль Молдокматова спасла немало жизней. Среди тех, кто получил помощь, есть и известные личности. Те, кто не надеялся на исцеление, сейчас благодарен Асоль. Так сложилось, что в 2016 году я очень тяжело заболел. Она первая откликнулась моей беде, обратилась к общественности, посещала меня в больнице. И наступил момент, когда у меня получилось так, что я заболел, а лечиться нужны были средства. И в этот момент, как услышала Асоль, и сразу отозвалась и примчалась. Я хочу сказать большое спасибо, благодарен Асоль Молдокматовой, то, что она спасла мою жизнь, можно сказать так. Когда я заболел, на помощь откликнулись многие, но одна из первых была Асоль Молдокматова. В самый пик пандемии коронавируса Асоль вела активную волонтерскую деятельность и посещала отдаленные регионы страны, где граждане особенно остро нуждались в гуманитарной помощи. Собрав соотечественников по всему миру, Асоль Молдокматова помогла тысячам кыргызстанцев. Сама Асоль говорит, что она дала твердое обещание помогать людям еще в юности, когда слушала трогательные рассказы матери, которая воспитывалась в детском доме. Свое обещание я сдерживаю в течение 20 лет. Я посвящаю очень много сил, энергии. И я очень рада, что удается консолидировать, помогать, объединять народ на волне добродетели. Множество наград, в том числе и международных, заслужены кропотливым трудом и вниманием к проблемам каждого кыргызстанца. На сегодня Асоль возглавляет 3 международные организации, постоянно на связи с первыми лицами многих стран, которые оказывают содействие по разным вопросам. Силы и вдохновение, по словам Асоль, она получает от общения с природой и благодарными ей людьми.